Давайте, здесь не будете нас учить, как нам работать, мы сами знаем. Мужское население села Кызылкак Павлодарской области подвергло жестокому избиению. Целый отряд СОБРа и УБОПа наведался в село с населением 200 человек. Хватали всех без разбора. Среди избитых 15-летний подросток и даже имам местной мечети. А фермера-мецената, подарившего селу спортивный зал, заковали в наручники. Выражаясь нецензурной брани, влетели в мой двор, сразу же меня скрутили, повалили на землю и начали избивать на глазах у моих детей и родителей. После жестокого избиения они забросили меня в мою же автомашину, вывезли меня в центр села, где по приезду, когда привезли меня в центр села, там уже лежало около 15 ребят. Уже после инцидента силовики разъяснят, что отряды специального назначения были направлены в аул для пресечения незаконной добычи рачка Артемия Салина в соленом озере около села. Был издан приказ начальника департамента о командировании ряда сотрудников в Вертышский район и Щербактинский районы, где незаконно добывали Артемия Салина. Ряд молодых людей в количестве 70-80 человек попытались незаконно добыть эти рачки Салина. Рачок Артемия уникален своими свойствами. Его используют в косметологии, фармакологии в качестве корма для ценных пород рыб и омаров. Но самое главное, из Артемия изготавливают биодобавки. На черном рынке Казахстана за килограмм цист рачка дают до $10, но уже в Китае цена возрастает в разы. Поэтому и добывают его в основном браконьеры. И они действительно облюбовали озеро вблизи Кызылкака. Но, как утверждает аким Иртышского района, избитые сельчане к незаконной добыче никакого отношения не имеют. Те люди, которые были применены меры физического воздействия, я считаю, что они отношения к добыче рачка Артемия абсолютно не имеют. А то, что 80 человек было, там практически всего 110 трудоспособного, и все заняты работой. Глава крестьянского хозяйства Миндеш Нуржан Усин говорит, что не ожидал такого поведения со стороны полицейских. Кроме него, люди в масках избили тракториста, работающего в хозяйстве. Еще двоих его сотрудников держали под прицелом автомата. В тот день в селе они оказались случайно, приехали с хлеборубного стана, чтобы отремонтировать вышедшую из строя технику. Здесь проживает около 15 человек в общем. И вот сутками мы круглые сутки сейчас в данный момент работаем. Землю пашем и убираем зерновые. В департаменте внутренних дел считают, что жители поселка вели себя агрессивно, а собровцы лишь применили приемы самбо, от чего сельчане и получили травмы и даже переломы ребер. Порядка 20-25 молодых людей вели себя, опять же, агрессивно, не подчинялись законным требованиям сотрудникам полиции. И чтобы исключить этот инцидент, было еще дополнительно направлены силы. Всего наших сотрудников было 8 человек. При задержании, значит, были применены, я скажу, что действительно были применены приемы самбо. Управлением собственной безопасности ДВД Павлодарской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции по статье превышения должностных полномочий. Но сельчане боятся, что пресловутая честь мундира для стражей порядка станет важнее объективности. Впрочем, прокомментировать инцидент оказался не готов и министр внутренних дел Казахстана Калмухамбет Касымов. Обратитесь с запросом, я отвечу вам. Рабочие крестьянского хозяйства Миндеш опасаются за свои семьи. Дети, на глазах которых избивали отцов, боятся выходить на улицу. А фермер Нуржан Усин все же надеется, что государство сможет защитить своих законопослушных граждан. Я хочу обратиться к генеральному прокурору, что тот бесчинствующий беспредел, который произошел в нашем селе, больше в Казахстане не происходил, так как пострадали многие невинные люди. Я в том числе, который занимаюсь выращиванием хлеба, выращиванием животноводства. Айнур Коскин, Ганизат Оспанов. Настоящее время.